Сегодня в программе. Коронавирус продолжает держать Якутию в напряжении. Вакцину от COVID-19 первыми получат медработники и пожилые люди. Новые детсады и капремонт школ. Глава региона Айсен Николаев сегодня осматривает строящиеся соцобъекты Якутска. И урчащий комочек счастья, готовый согреть в любую непогоду. Всемирный день кошек отмечается сегодня. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Площадь пожара в лесах Якутии за прошедшие сутки увеличилась на 1000 гектаров. Обнаружены новые очаги в зоне контроля. Всего выявлено более 130 природных возгораний. Возникло 14 новых лесных пожаров, 6 ликвидированы. Борьбу с огнем ведут примерно 1000 человек и более 100 единиц техники. Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском, Кобяйском, Момском, Тампонском, Среднеколымском и Усть-Алданском районах. 28 населенных пунктов на территории 7 районов находятся в зоне задымления. Напряженной остается и ситуация с коронавирусом в Якутии. 57 новых случаев выявили за минувшие сутки. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина сегодня. Так, 44 случая выявили в Якутске. Есть заболевшие в Хангаласском, Сунтарском, Верхоянском, Вилюйском, Алекминском, Татинском, Нерюнгринском и Устьянском районах. Зарегистрированы также 2 летальных случая. Сейчас на особом контроле оперштаба возвращение якутян из отпусков, а также подготовка к новому учебному году. Сегодня для нас, для всех, именно является серьезным вопросом приезд и возвращение наших земляков с отпуска. Это, конечно же, здесь особенно характерно, когда в отпуска уехали и увезли детей, и теперь пойдет возврат к 1 сентября. Поэтому для этого необходим комплекс мер, согласованный с улусами и с районами республики, для того, чтобы нам не допустить вспышек и заболеваний в наших учебных заведениях. Кроме того, обсудили с коллегами районными, каким образом нужно начинать наш учебный год, потому что, безусловно, дети должны получать образование качественное. Это было и остается приоритетом республики. Минпросвещение России предлагает вводить определенного рода тесты по восполнению знаний. Ну а мы со своей стороны, прежде всего, конечно, хотим проводить профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию детей, которые приехали, для того, чтобы все-таки дети у нас были здоровыми при непосредственно в учебном процессе. Ну и вообще, чтобы дети были здоровы. Между тем, первыми прививку от COVID-19 поставят медицинским работникам и пожилым людям. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября. Накануне в ведомстве сообщили, что документы, необходимые для регистрации российской вакцины, в данный момент находятся на экспертизе. Пойдет последний этап его испытания, 3-й этап. Это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна прежде всего быть безопасной. Но идет максимальная работа по подготовке вакцины и для его массового выпуска. Прежде всего, конечно, это медицинские работники и пожилые люди, то есть наиболее уязвимые слои населения, конечно, это в первую очередь. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня проводит объезд строящихся объектов в Якутске. Первым он посетил детский сад номер 24 на 315 мест, который был сдан в конце прошлого года на 203-м микрорайоне. Новый объект строился в рамках госпрограммы развития образования. Застройщиком является компания «Газэнергомонтаж». Айсен Николаев ознакомился с выполненными работами, посмотрел детские группы, оснащенность учреждения. Как сообщил застройщик, сейчас новый объект получает лицензию на образовательную деятельность. Вторым пунктом стала 5-я школа, где проводился капремонт. В соседнем здании на Толстого 20 размещены дополнительные классы. Работы здесь начались в 2019 и завершились в мае текущего года. Отметим, школа номер 5 переполнена. На площади, предусмотренной для 350 детей, обучалось, например, в этом году 1422 ребенка. Ну, в городе Якутске, в центре, нет площадей для строительства школ, поэтому Айсеном Сергеевичем, когда он был еще главой городского округа, было принято решение о разработке дорожной карты
по строительству объектов образования и в том числе выкупу и реконструкции. Вот это здание, раньше оно имело адрес Толстого, 20. Оно было соединено с рядом стоящим зданием. И сейчас здесь будут обучаться ученики 7, 8, 9, 10, 11 классов школы номер 5. Организацию перевозок грузов в период навигации обсудили в правительстве Якутии. Первый вице-премьер республики Алексей Колодезников провел заседание в режиме видеоконференц-связи. Так, более 1 миллиона тонн отгружено с начала года, более 800 тысяч тонн от этой цифры – это для жизнеобеспечения Якутии. От общего плана это 65%. Перемещение депонационных запасов на реках Яна, Индигирка и Колома продолжается, отгружено более 18 тысяч тонн. Алексей Колодезников обратил внимание на сложности с задымлением на реке Алдан, из-за чего ограничено движение судов. Основной объем угля из шахты Джабарики-Хая отгружен. Для Арктики осталось перевезти примерно 35 тысяч тонн. С учетом этой ситуации первый вице-премьер поручил сформировать графики перевозок. С рабочим визитом Татинский район накануне посетил исполняющий обязанности зампреда правительства Якутии Сергей Местников. В первой половине дня он работал в селе Баяга, где осмотрел места строительства важных объектов – этнокультурного и спортивного комплексов, а также детского сада на 80 мест. Затем в селе Черкех, на родине государственного деятеля и писателя Платона Аюнского, вице-премьер принял участие в открытии отреставрированной 8-гранной деревянной урасы. Этот уникальный объект Черкехского этнографического музея 1967 года постройки восстановлен бригадой дизайн-студии «Уран». Реставрация финансирована якутским отделением налоговой службы. А основной целью командировки стало обсуждение будущих игр «Манчары». Специально к этим спортивным состязаниям, которые пройдут в Татинском районе в 2025 году, построят ряд крупных социальных объектов. Данное мероприятие имеет не только спортивное значение, имеет огромное значение в целом жизни, социально-экономической жизни Татинского улуса, поскольку в течение 5 лет будет планироваться и застраиваться многие социально-культурные объекты. Вот сегодня мы начали эту работу. Вот выехали в Татинский улус, побывали в селе Баяга, в селе Черкех, Боробул и в Каи. И по итогам мы подготовим свои предложения по улучшению материально-технической базы, по строительству объектов культуры, объектов образования, с тем, чтобы Татинский улус в 2025 году достойно встретил эти игры. Генеральная ассамблея ООН провозгласила годы с 2022 по 1932 международным десятилетием языков коренных народов. Уже идет подготовка плана мероприятий. Специалисты из России также активно участвуют в дискуссии и предлагают свои идеи, как поддержать языковое разнообразие. Почти 1000 коренных народов на всей планете сегодня стремительно теряют свои языки и культуру из-за глобализации. В России говорят на 150 языках, 18 из них, по оценкам Института языкознания РАН, под угрозой исчезновения. В рамках десятилетия эксперты предлагают создавать экспедиции ученых на север для сбора материалов, выпуск детских учебников, привлекать россиян к проблемам малочисленных народов. Говорят, однажды рано утром... Для сохранения языка необходимо и также переводить и издавать всемирную классику. На языках коренных это обширнейшая тема. Мы ее стараемся тоже поднимать. Конечно же, силами одной организации это осуществить невозможно, поэтому мы стараемся привлекать и государственные средства, работаем с федеральными органами. То есть это обширная тема на долгие-долгие годы. Тем временем в Якутии стартовал 6-й молодежный Суглан. Форум приурочен ко Дню малочисленных народов мира, который пройдет 9 августа. В этом году в связи с пандемией мероприятие проходит в формате онлайн-трансляции. Благодаря этому участие принимают 15 регионов страны. А также, несмотря на разницу часовых поясов, это дает возможность присоединиться к форуму представителей европейской части России. На протяжении нескольких дней пройдут семинары, обсуждение актуальных вопросов, касающихся коренных и малочисленных народов. По итогам форума будет выявлен ряд молодых лидеров, их привлекут к работе молодежного совета. Молодежь коренных малочисленных народов Северной Республики Саха-Якутия в первую очередь волнует вопрос именно сохранения языка и сохранения культуры. Потому что в нашей многонациональной стране очень много народов, и у каждого есть своя культура. И у 6 коренных малочисленных народов Северной Республики Саха-Якутия есть понимание того, что наши языки и культура, их нужно сохранять, что в наш век глобализации это очень сложно сделать, потому что чувствуется
можно сказать, давление со стороны мировых таких сообществ больших. И это, я думаю, актуально сейчас. Всемирный день кошек отмечают сегодня хозяева и их питомцы. Праздник организовали для привлечения внимания людей к проблеме безнадзорных животных. Наши коллеги из Ленска выясняли, как живут кошки, которые уже обрели свой дом. Ни продавец, ни мерчендайзер, но по торговой территории проходит каждый день. Это трехцветная киса, жительница Ленского зоомагазина. Хозяева ласково зовут ее Марусенька. Приютили ее здесь месяц назад, но хвостатая уже ведет себя как настоящая хранительница магазинных ценностей. Сидит на кассе и как будто подсказывает, что стоит приобрести. При этом сама к товарам для животных равнодушна. Ну, она у нас гуляет везде, где хочет. Первые дни шкодила, пыталась со всеми играть, а сейчас ничего, что нельзя, не трогает. А так мы ее кормим, у нее есть своя лежанка, но любит она в основном спать на кресле. Кошек люди ценили всегда. С древних времен их держали во дворцах. Усатые охраняли ценные вещи от грызунов и даже картины. Например, в Петербургском Эрмитаже их и сейчас проживает больше 70 особей. Сейчас кошка – это по-прежнему лучший друг человека и компаньон для заполнения душевной пустоты. Некоторые настолько привязаны к своим красавицам, что им, как настоящим членам семьи, даже заводят паспорт. А это Ириска, или, как ее с уважением называют дома, Ирина Викторовна. Она появилась у журналиста «Алмазного края» не так давно. Мраморная веслоухая красавица на зависть другим отдыхает со своей человеческой семьей на южном побережье. И пока ей все здесь нравится. Собрались мы очень быстро, дорогу проделали долгую, из Ленска в Крым, в город Феодосия. Все прошло нормально, были 2 раза перелеты на самолетах и 2 раза мы ехали на такси. Самолеты мы перенесли прекрасно, и, собственно, ожидание рейсов тоже. Единственное, Ирисе нашей не понравилось в такси ездить, она немножко беспокоится. Но вообще, на самом деле, не бойтесь брать с собой ваших любимцев. 8 августа весь мир отмечает Международный день кошек. Его организовали не только из любви к четвероногим компаньонам, но и для того, чтобы привлечь внимание общественности к безнадзорным кошкам. В Ленске такими занимаются волонтеры. Они отмечают, что в последние 2 года бродяжничество среди хвостатых заметно сократилось. Раньше это практически каждую неделю. Там помет котят, там котенок, там еще 2 с этого же помета, все раскиданные по разным местам. Сейчас это происходит значительно реже, но, конечно, все еще продолжает происходить. Потому что мало объявить людям о том, что вы можете стерилизовать бесплатно. Их надо еще в этом убедить, что им это нужно, для чего это нужно и так далее. Это такая тоже работа отдельная. История каждой бездомной мурки – жизненная драма. Кого-то предали хозяева, кто-то потерялся. Сейчас на передержке у волонтеров больше 20 кошек. Наш телеканал тоже не остается в стороне и помогает хвостатым найти своих хозяев. Глядитесь в эти добрые кошачьи глаза. Возможно, именно сейчас вы встретите своего любимца. Ксения Журавлева, Марина Крутихина, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами.